теплые слова. Следующее поздравительное послание пришло от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Ваше превосходительство, президент Республики Корея, уважаемый господин Мун Чжэ Ин, уважаемые участники, дамы и господа. Позвольте сердечно поздравить всех участников Международного форума по Северному экономическому сотрудничеству с началом работы и поблагодарить за предоставленную возможность обратиться к ним с приветственным словом. Рассматривая этот представительный форум как своевременную инициативу в контексте обсуждения стратегически значимых тем долгосрочного развития международного экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества Евразии. Исторически наш континент представлял собой естественное пространство честного и многопланового взаимодействия, в которые были вовлечены десятки народов и государств. Столетиями между ними активно развивались экономические и коммерческие связи, возникали и осваивались новые маршруты. Этот процесс всегда нес в себе и огромную цивилизационную функцию, обеспечивая взаимопроникновение культур и традиций, что помогало лучше узнавать и понимать друг друга. Осмысление накопленного многовекового опыта и его практическая адаптация к нынешним реалиям и условиям, так, на наш взгляд, должна сегодня формулироваться общая задача при создании новых планов и стратегий комплексного развития на Евразийском континенте. Мы в Туркменистане называем это возрождением Великого Шелкового пути, подчеркивая тем самым историческую преемственность уникального характера взаимоотношений между живущими здесь народами и расположенными вдоль него государствами. Именно под таким углом зрения Туркменистан формирует свои подходы к инициативе Республики Корея «Новая северная экономическая политика». Уважительно и доброжелательно рассматривая этот проект, мы считаем, что его реализация может стать важным фактором выстраивания современной архитектуры геоэкономики по линиям Восток-Запад и Юг-Север. Уверен, что практическое осуществление идей и принципов, заложенных в основу новой северной экономической политики, станет действенным стимулом к созданию многовекторных энергетических, транспортно-транзитных коридоров, формированию связанных между собой производственных циклов и промышленных поясов евразийского экономического партнерства. Считаю, что главным содержанием нового облика геоэкономики на нашем континенте должна стать диверсификация сотрудничества. Это объективный процесс, и в нем любые конструктивные стратегии, нацеленные на развитие, призваны не замещать, а дополнять друг друга на основе сопряжения и сочетаемости интересов и долгосрочных целей. В этом заключается концептуальное видение Туркменистана своей роли и форм взаимодействия с партнерами при планировании и реализации тех или иных проектов. При этом мы также убеждены в эффективности двустороннего сотрудничества, которое только укрепляет и обогащает многосторонние форматы партнерства. В связи с этим мы высоко ценим достигнутый уровень взаимопонимания, результативности и обоюдной выгоды, которым характеризуются наши отношения с Республикой Корея. Товарооборот между нашими странами за последнее время осуществляется динамично и устойчиво. Успешно развивается инвестиционное сотрудничество. Уже много лет корейские компании LG и Hyundai результативно работают в нефтегазовом и транспортном секторах экономики Туркменистана. В числе стратегических проектов
с успехом завершенных при участии этих и других корейских компаний, можно отметить строительство в нашей стране завода по сфероочистке природного газа, сооружение газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена, установку и консультативное обслуживание систем безопасности дорожного движения, создание устойчивой системы поставок автомобильной техники, производимой всемирно известными корейскими компаниями. Видим большие перспективы для совместной деятельности в сфере реализации проектов в наукоемких отраслях, в том числе в телекоммуникационной и космической сферах, в области водопользования, в частности, опреснения морской воды. Пользуясь случаем, обращаюсь к бизнес-сообществу Республики Корея с приглашением активнее выходить на туркменский рынок. Готовы оказывать максимальное содействие работе корейских компаний в Туркменистане, создавать для них благоприятные условия. Уважаемые участники, формируя свои подходы к сотрудничеству, выступая с важными международными инициативами по развитию экономического партнерства, Туркменистан исходит из того, что Азия с ее колоссальными людскими ресурсами, интеллектуальным, финансовым, промышленным, технологическим потенциалом во многом будет формировать грядущую повестку глобального развития. Сегодня азиатские государства находятся в поиске новых моделей взаимодействия между собой и с другими регионами планеты, предлагая значимые и перспективные идеи и планы. Наша страна, обладая обширными запасами углеводородного, минерального и других видов сырья, динамично наращивает свою производственную, транспортную и логистическую инфраструктуру. Находясь на стыке стратегических маршрутов из Азии в Европу, Туркменистан готов поставить эти возможности и преимущества на службу общим целям развития, вносить свой вклад в создание действенной экономической, торговой, инвестиционной системы сотрудничества и вместе с партнерами идти только по пути прогресса и благополучия. Позвольте еще раз поприветствовать участников форума и пожелать им содержательной и плодотворной работы. Благодарю за внимание. Thank you very much for your kind message.